Наверное, все-таки звезды сошлись когда-то так, что все-таки я должен был рисовать и стать художником. Во мне моделионист еще не умер, благодаря ему. Я вдруг почувствовал как-то эту тему, и вот впервые, наверное, на выставках появилась первая ню. Это как инструмент, на котором, если на нем не играть, он там рассыхается, там надо все время подстраивать, и он уже не так звучит. У меня нет портретов, там, у которых модельная внешность. Оно должно быть некрасиво, оно должно быть немножко страшненькое. Поверьте, остальное я сам как-то так раскопаю, рассмотрю и вытащу. Я реализовался как художник. За это занятие любимым делом мне люди платят деньги. Это ж так замечательно. Я вначале вообще рисовать не умел, но тяга была у меня очень такая специфическая, потому что у меня мой родственник, дядя, он немножко рисовал, такой самоучка был. И я его просто вот пытал, заставлял, чтобы он мне что-то нарисовал. Ну, всякую там, то технику, там, то машину, то трактор. Как-то это продолжилось очень таким специфическим, скажем, образом, может быть, для тех времен. У меня еще там приятель появился, и мы сидели, перерисовывали, такое занятие было, перерисовывали с Мурзилки картинки. И потом отец как-то случайно увидел в газете объявление о наборе в школу-интернат. С первого захода я экзамены сдал, и уже в сентябре вот стал учеником школы-интернат по музыке, республиканская школа-интернат по музыке и за искусство. Наверное, все-таки звезды сошлись когда-то так, что в детстве надо мной, что все-таки я должен был рисовать и стать художником. Он так описывает, когда свои работы, еще так эмоционально жестикулирует. Вот, а вот здесь вот я такой мазок вот положил. Вот. И чувствуется, что он это делает все сам с интересом, с восхищением, с любовью, этот труд. И это всегда трогает, когда ты понимаешь, что человек относится Он вообще с таким счастьем внутри занимается своей профессией. Когда отделение при кафедре живописи руководил Гаврила Харитонович Ващенко. Вот. Ну, у меня учителя были, и у меня был и Стасевич покойный, и Барановский, и Громыко, и Стельмашонок. Я и в школе был, в общем, слава за мной шла как за левым художником. То есть я левачил. Я ни одной, можно сказать, ни одной постановки не смог написать в таких вот, в классических традициях. Я пытался, но у меня не получалось. В общем, я был модельянист. У меня кумир был Модельяне, и вообще французские художники были там импрессионисты, и вот еще кумир был Модельяне. И у меня какие-то вот все постановки, они получались а-ля Модельяне. С этим багажом я, конечно, пришел и в институт, и в Гаврила Харитоновича вспоминали, смеялись. Он меня так ломал. К третьему курсу он меня обломал. Сказал, или ты будешь работать, выполнять программу, или я с тобой расстанусь. В общем, мне пришлось так, скрипя сердце, там, пытаться, вот как уже у меня так получалось, выполнять программу уже в рамках определенных, скажем, одеть шоры и поменьше посматривать по сторонам. В конечном итоге я ушел с этого моментально. Потом вот у меня была эта творческая мастерская Михаила Андреевича Савицкого. И у нас такой совершенно начался такой взлет, потому что мы там делали отчетные выставки в залах Академии художеств СССР в Москве, участвовали в больших всесоюзных выставках. Он там нас знакомил с такими союзными мэтрами, гранды, фигуры. Чем отличаются его портреты? Он чувствует людей и стилистику, в которой он этого человека решает. Он вообще
как бы внешне вроде такой общительный, это самое, но в нем есть такая струна. Во-первых, он очень талантливый человек. И есть струна такой сильной требовательности к себе и к другим. И эта требовательность выявляется в устроенности образа, устроенности решения плоскости. Вот, казалось бы, он сюжетов не пишет, да? А большое внимание уделяется форме подачи, режиссуре, скажем, световой режиссуре, тональной, цветовой, пластике, художественности решения. Вот то, что отличает его творчество. Вот он пишет как бы портреты и обнаженные модели, да, и вот одна модель не похожа на другую. Это случилось в 1988 году. Я даже сейчас очень сложно сказать, что меня сподвигло, почему меня это прорвала тема. Но я думаю, что все-таки потом, когда анализировала, я думал, что все-таки вот во мне моделионист еще не умер, не был зачищен до основания. И, наверное, вот все-таки благодаря ему я вдруг почувствовал как-то эту тему, и вот впервые, наверное, на выставках на наших республиканцев появилась первая ню. Я за нее получил там диплом даже первой степени, то есть это был какой-то фурор. Красота у него во всем, не только в его картинах, и в его отношениях к женщине. Да, он любит каждую женщину. У него там есть, как сказать, оды, как он, посвящение женщине как бы во всех проявлениях. Там, как вы, наверное, знаете, такой из смешных историй, говорит, посвящение ода целлюлиту. Приятная был момент. Одна модель вышла замуж, и потом позвонила и пришла ко мне с мужем своим знакомить. Он очень благодарил за то, что я поднял ее самооценку. Потому что она такая дама была с такими небольшими комплексами по поводу своей внешности и по поводу своей там фигуры. Во-первых, он не сразу начал писать ню. Он, то есть это периоды, у него же разные периоды есть. И он очень до ню он писал портреты. И он мог познакомиться на улице, идя рядом со мной, мог подойти и сказать, ой, интересное лицо, пойду познакомлюсь. Он меня уже подготовил портретами женскими, поэтому, в принципе, как он сам иногда смеется и всем говорит о том, что когда он начал писать ню, то, значит, в семье было по-всякому, потом она привыкла. Как и любая женщина, к такой тонкой специфической работе, вот, естественно, да. Естественно, это не нравится, это и всяческие и разговоры, и не только, может, разговоры, и скандалы. Всякое бывало. Даже бывало и пожестче. Можно было и с хлопанью дверями разбежаться. Работа «Сон первого», да. Позировала она. Там я, конечно, не шел от такого натурализма, я и до сих пор, мне это чуждо. Вот, поэтому там говорить о такой вот внешней такой узнаваемости, это всего лишь образ. Я так и работаю сегодня с моделями. Мне модель нужна только для того, чтобы какую-то вот живую пластику ухватить, потому что к сожалению, придумать пластику невозможно. Я советы ему не могу давать. Это его крик души, каждая работа. Его видение человека, если он пишет портрет, видение его характера этого человека. Поэтому я не имею права ничего ему подсказывать. Мне очень нравятся рыжие. Очень вот это вообще для живописца это такой вот кладезь, это такая вот вообще вот такие там живописные вибрации, такие тонкости, которые как бы вот в других там, когда вот брюнетка, у нее так все там смуглая кожа,
черный, как смоль, волос, там, карие глаза. Ну, немножко слишком всего многого. Вот. В этих они такие немножко такие вот растворенные. Нужно всматриваться внимательно, вот как бы так погружаться. И вот этот процесс, он интересен. Просто бываю в мастерской, и во всяком случае, когда он писал портрет моей дочери, замечательный портрет, я тоже как бы принимала участие. Он писал портрет моей мамы, с которым я вот, ее, к сожалению, нет, я до сих пор с ним разговариваю, потому что вот настолько передана душа моей мамы, то есть я вот чувствую, как будто вот с живым человеком иногда поговорю. Писал мой портрет. Ну, кто же себе нравится, на фотографии или на портрете? Ну, удачный портрет. Ну, моим детям, я думаю, останется хорошая память. Самый, наверное, солидная вещь, которую написал Александр Павлович для нашей семьи, это икона. Мы получили новую квартиру, и вот Александр Павлович написал нам икону. Она у нас вот тоже семейная такая реликвия. У меня у самой, вот, к большому счастью, есть, наверное, около 3 работ его. Вот, поэтому я, когда он мне звонит, я говорю: Александр, я тебя каждый день вспоминаю, потому что одну работу он мне подарил, одну я приобрела у него, поэтому я говорю, каждый день с тобой, каждое утро здороваюсь. Когда любуюсь на твои работы, то получаю удовольствие. Я говорю, практически я общаюсь с тобой каждый день, ты просто об этом не знаешь. Но я мечтаю, что он напишет мой портрет, но надеюсь, это случится, потому что я думаю, что в этом году, даст Бог, у него в конце концов там разберется своим прекрасным домом, который загородной, можно сказать, резиденцией, своей мастерской. И вот я сейчас была на его день рождения, конечно, там очень красиво, и ну, там такое творческое состояние. Я думаю, что, может быть, поеду туда, может, мой портрет тоже напишет где-нибудь в саду, там, под яблоней буду лежать или сидеть, или бегать. Мне нравится работать в портрете. И, конечно, больше, скажем, с женскими моделями. Ну, как мне кажется, я там больше могу почувствовать, что-то раскрыть. Я, конечно же, не ищу какие-то такие вот, ну, скажем, у меня нет портретов, там, у которых модельная внешность такая, они мне совершенно неинтересны. Я даже иногда, если прошу, там, найдите мне каким-нибудь с носом, как у Анны Ахматовой, вот что-нибудь такое, вот такая, вот она, я говорю, она должна быть некрасивая, она должна быть немножко страшненькая, такая вот, я говорю, а уж, поверьте, остальное я сам как-то так раскопаю, рассмотрю и вытащу, вот, наверное, то, что в человеке, вот, может, человек не приоткрывает, но сидит в нем. К сожалению, я не вхожу в эти габариты, которые требуются для его натурщиц, потому что, в общем-то, у него совершенно другие взгляды на женскую фигуру. И у меня тоже, потому что, в общем-то, мой, так сказать, жизненный опыт, который меня связывает с модельным бизнесом, настраивает совершенно на другой вид женщины. То есть у меня красивая женщина – это стройная, высокая, стройная, длинноногая, но как мои модели. А у него же его модели совершенно другие. Это нормальные женщины с нормальной фигурой. И ну, да, он их боготворит, он их любит. Поэтому он мне ни разу не предложил позировать, на что я, конечно, обижаюсь до сих пор. Первые сеансы я ничего не рисую. Я разговариваю на всякие отвлеченные темы. Вот на всякие, просто вот смотрю, как вспыхивают глаза, как человек улыбается. То есть, ну, это такая вот, ну, ее тут сложно, конечно, так, это такая кухня вот специфическая, тут ты работаешь как психолог. И вот если я вытащу, и если я вроде совершенно в таком, ну, скажем, неприметном создании, которые проходили мимо, и вот придут и скажут красиво, ну, значит, я тогда свою задачу выполнил. Это портрет Александра Павловича Ксензова, так сказать, с которым мы по жизни уже много лет знакомы. И друг другу, как говорится, еще не надоели. Поскольку Александр Павлович у нас такой внешне яркий человек,
Ну, я как художник реагирую на яркость. Как-то в процессе работы заходил, что-то, какие-то замечания были, а потом уже, когда закончил, так вроде бы остался доволен. Там чисто профессиональные вещи были, там неустроенность, там где-то неустойчивость пятна, там и все. По сходству вопросов не было. Почему я не написал ни одного автопортрета? Как ни пытался, меня это смешило. Да, вот я пытался, но меня это смешило. Вот кроме смеха я ничего не испытывал, потому что то ты там такой, то ты такой серьезный, то ты там глубокий. И это вот, это, ну как можно вот в портрете, это какой ты, вот как можно вот если вот какой ты? Ты бываешь разным, ты в разных каких-то там иногда ипостасях предстаешь там. Ну как можно вот в одном портрете? Он выделяется из толпы своей внешностью, и всегда скажешь, да, это мастер, маэстро, художник. У него всегда шляпа какая-нибудь красивая, с широкими полями. Ну, я его представляю даже в берете, и то он даже вот такой образный человек, а красивая внешность, всегда одет великолепно. Сейчас у меня такая линия, какие-то вещи совершенно, может быть, даже беспредметные, и я продолжаю свою излюбленную тему, вечную, которая как бы вне времени, и она вне, скажем, пристрастий, моды или еще каких-нибудь, тему вот из жизни Арлекина. Вот тема, которая достаточно она гибкая, которая позволяет высказываться в многих вещах, не прибегая к каким-то очень таким нарочитым или каким-то таким, ну, излишней символике. То есть можно спокойно говорить о своих вещах. Эта тема, она, по сути дела, бесконечна. Интуитивно чувствую какие-то общие черты, ну, вот с характером, с образом жизни, может быть, Арлекина. Ну, больше всего, наверное, с характером, потому что он вроде предназначен для веселья. Ну, и меня тоже так позиционируют, как человека очень такого там, ну, веселого, жизнерадостного, на что я иногда так друзьям говорю: ну, Арлекин, и слез моих не видно никому. Он хороший друг, он очень отзывчивый товарищ. Он приходит всегда, когда его позовешь. И в праздники, и не в очень большие праздники. Он умеет приглашать к себе друзей, он умеет дружить, он накрывает такую прекрасную поляну, он эстет во всем. То есть это должна быть рюмочка, вилочка, ножик, это все так красиво, а потом еще и вкусно. В самом начале нашего знакомства, значит, Александр Павлович показал ход из своей мастерской на крышу. И он рассказал, что он периодически там может пожарить шашлык. Я понимаю, что пожарной инспекции сейчас это лучше вырезать, наверное. Но, тем не менее, мы собирались, у нас была традиция, мы собирались на 8 марта, и наши мужчины готовили нам подарки, а Александр Павлович угощал нас шашлыком на крыше. И, конечно, я там Новый год встречал с пионерским горном. У меня их два. Вот один на усадьбе, один здесь. Я обязательно тогда открывал там балкон и трубил, как... Предупреждали. Предупреждали, что это и сложные характеры, и люди эмоциональные, и очень взрывные. Я иногда так и говорю, что он как петарда взрывается. И причем не одна петарда, а целый блок петард. Вот он повзрывается, а потом так сядет и такой, весь такой вот. Ну вот я такой, да. Что поделаешь, ну я такой. Александр Павлович взял нашу группу с первого курса, вел у нас живопись, композицию. И первое время, если честно, мы немножко его так побаивались даже, но очень уважали. Он очень сильно так жестко держал прямо дисциплину. Но он нам казался немного таким излишне, может, резким, эмоциональным.
Даже само, как вот он распахивал дверь, входя в мастерскую, я до сих пор не представляю, как можно так распахивать дверь, просто душа в пятки уходила. Потом он подходил, хватал кисть и в торопях резко что-то начинал исправлять, переписывать, когда уже постановка могла и к концу подходить. Нас, конечно, это пугало, мы думали, боже, как вообще, как это сдать просмотр, как вообще, он точно хорошо сделает, он точно поможет. Потом он быстро так эмоционально что-то помажет, и так, ну, тут 2 дня до просмотра, ты еще успеешь исправить, у тебя еще время будет. Я себе не видел, как, то есть в том смысле, вот, распространенный педагог-учитель, вот как наставник, как в школе, наставник. Я просто говорю, нет, я не имею педагогического образования, я не могу так вот учить так. Я просто художник, который передает свой там творческий опыт, вот какую-то энергетику свою, делится энергетикой своей. Я бывал разным, бывал суровым, бывал строгим. Но не знали, что это такая вот показуха, это наносное, как бы так. Это такая ширма своеобразная. Тема, знаете, тонкая. Я такой наблюдала, как он может с учениками работать. Это очень интересно. Он сам загорается за секунду, и он такой волнительный, и он трогательный, и ему хочется все дать. Я видела вот эти моменты. Вот, поэтому он и учитель прекрасный, помимо его всех качеств. Он не жадный поделиться, понимаете, это тоже немаловажно, потому что многие там, наверное, как-то по-разному могут, а он из тех, кто может рассказать какие-то секреты, тайны, которые там десятилетиями, не знаю, там нарабатываются. Мы были когда на 1 курсе, он нам разрешал раскладывать холсты на полу и разливать разбавитель, там какие-то делать интересные эффекты, там пакеты полиэтиленовые прикладывать. С остальных курсов ребята приходили, смотрели, а чем это вообще тут вы занимаетесь? Но Александр Павлович нас учил то, что неважно, каким приемом, как вы делаете работу. Главное, чтобы вы делали это с интересом, с удовольствием, чтобы вы чему-то учились и у вас что-то новое получалось. А мы привыкли, вот как задание, все, мы стоим, выполняем портретик, пишем. А он не то, что дал нам свободу, он нас научил творческой свободе. Нет, это я не коллекционер, я барахольщик. Вот, я лавочник, старьевщик, или как там называли. В общем, я любитель блошиных рынков. Знают, что люблю этих, вот начиналось с этих лебедей. Да, вот увидели, мне несут их, там кто-то приносит. Там всякие слоники мраморные с отбитой ногой, там на 3 ногах такие бедные, увечные. Мне это нравится, он имеет свой какой-то характер. То есть, всякую, вот часы мне, я их отреставрировал. Сам там поломано было много, все подобрал, сделал. Мне интересно с этим возиться. Я сама еще и покупаю ему, если где-то вижу что-то. Поэтому, и причем он такой многогранный в этом отношении. Он может собирать несколько лет одно, потом вдруг переключиться на другое. Но я считаю, что это здорово. Здорово, что он так вот, у него, я говорю, у него очень много вот таких маленьких каких-то, я говорю, выставочек, по-другому не назовешь. Период ракушек, они же разные, потом период там каких-то фигурок советского времени, потом лебеди какие-то, вот у него тоже был такой период, когда он собирал, ему все и дарили, и покупали эти лебеди, все, поэтому турки. Вот сейчас у него турочки. Вот. Я ему периодически там глиняную какую-нибудь, вот, медную, причем, которая проклепанная на старом блошином рынке тоже. Вот он увлекающийся человек. У меня было время, вот, когда я там тяжело заболел, и когда мне нужно было отмотать всю свою жизнь, посмотреть, поразмыслить, как я жил, чего я достиг. И это мне тогда было 52 года. И уже тогда, сейчас мне 64, тогда было 52. Я сказал, Господи, да я прожил
очень нормальную, интересную жизнь. Она была очень насыщенной, она, да, много было, конечно, так, и там и падений, и всего, горечи, но это составляющая. А все-таки, по большому счету, я реализовался как художник. Я занимаюсь любимым делом. Почему я считаю себя счастливым? Потому что вот чем старше становлюсь, тем я становлюсь мягче, терпимее, толерантнее, добрее. Это ж так замечательно.